В эти дни в Бресте проходит фантастическое представление. Убийца выступает в качестве потерпевшего, а выжившего обвиняют в том, что он выжил. На этом суде прямо объявили имя убийцы Геннадия Шутова. Это Роман Гаврилов, капитан 5-й бригады сил специальных операций. На этом процессе мы узнали, что командующий ССО отдал приказ выдать боевое оружие. Это очень показательно. Сотрудников МВД государство прячет под масками и вымышленными именами, а представители Министерства обороны легко и просто выкатывают под софиты. Исполнителей сдадут без всяких сомнений. Это сигнал для всех, кого задействовали в операциях по погашению протестов. Лукашенко пытается найти лояльных в стране, где лояльных больше нет. Он сам это признает, возмущаясь, что разберется со всеми змагарами, невероятными и БЧБшниками внутри системы. Но кроме группы людей, помогавшей захватить власть после выборов, доверять ему больше некому. И поэтому паранойя Лукашенко пожирает его вертикаль каждый день. Сейчас он пытается убедить вас, что удержался и будет мстить. Но посмотрите, в каких условиях вам приходится работать. Внутри системы идет тотальное разложение. Он стремительно теряет сторонников, а те, что пока остаются, попадают под постоянные проверки лояльности. Он не решился разогнать нелояльных осенью, чтобы вы не пополнили ряды протестующих. И поэтому сейчас он зачищает всех. Всех, кто поставил подпись за другого кандидата, кто не стал задерживать человека с флагом, кто предпочел следовать закону, а не марать руки преступными приказами. Он выбрасывает вас из системы одного за другим, устраивая по ведомствам очередь на полиграф. Полностью распущено 4-е управление КГБ по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ и даже ГУБОПИК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов. Очередь на права категории D из бывших милиционеров и силовиков стоит на год вперед. Среди дальнобойщиков скоро станет много офицеров. А тем временем вакансии в системе заполняются с трудом. В департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, не связанными с нарушениями ПДД. Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения беспочвенных приговоров журналистам и врачам. Председатели исполкомов, начальники управлений и отделов, рядовые сотрудники даже в налоговой службе подвергаются чисткам. И их преемники уже боятся получать назначение от нелегитимной власти. Все они массово зондируют почву у местного бизнеса о возможном трудоустройстве по весне. Вы уже поняли, что его время закончилось. Мы тоже это понимаем. И призываем становиться нашими сторонниками сейчас. Пишите на bypol@protonmail.com и присоединяйтесь к вашим коллегам, которые уже работают с нами и приносят пользу белорусскому народу. Чем дольше вас использует Лукашенко, тем грязнее ваш мундир и тем мрачнее ваше будущее. Все, кто потворствует этой системе, будут брошены ею же на обочину истории. В Новой Беларуси никто не оценит их поддержку репрессивного режима. Но есть место в Новой Беларуси для тех, кто защищает народ и закон. Мы не сторонники поголовных люстраций и преследования невиновных. Каждый, кто помогает нам сейчас, каждый, кто работает с Байпол, станет важной частью новых правоохранительных структур. И это время уже близко.